Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Ставки удвоились. Как начальник налоговой службы Дашагуза откупился от увольнения и вымогает новые взятки. Публикация Туркмен Ньюс о схемах вымогательства, которые развернул начальник Гайрат Бекджанов с сообщниками, взбудоражила весь город. Местная полиция тоже отреагировала и взялась проверять налоговую банду. Информация дошла даже до нового министра финансов и экономики страны, он распорядился убрать вымогателей из структуры. Все к тому и шло, но Бекджанов успел связаться с крышей, чтобы ему помогли удержаться в кресле, за что ему пришлось выложить огромные деньги, которые он начал отбивать новыми поборами. Гайрат Бегмурадович Бекджанов прибыл в Дашагуз из Ашхабада, где служил в районных отделениях налоговой службы, и звезд с неба не хватал, а тут сразу стал начальником службы в крупном городе, вероятно, помогли связи. И Туркмен Ньюс стало известно, кто может продвигать и покрывать коррумпированного чиновника и его банду. В последнюю входит племянник Бекджанова Шамурат Сапаров, заместитель ВЕПа Копуклиев и начальник отдела проверки Какамурат Байрыев. Вместе они помыкают обычными сотрудниками и доят Дашагуз. По свежей информации, за любые акты налоговики требуют у предпринимателей от 2 до 20 тысяч манатов или от 100 до 1000 долларов, а у строительных фирм от 20 до 50 тысяч манатов, причем сверх официальных пошлин. За регистрацию тоже приходится доплачивать по 1000 и по 8-10 тысяч соответственно. Отдельная золотая жила – нарушение. Налоговики их усердно ищут, но просят не устранять, а компенсировать. До недавнего времени компания чувствовала себя спокойно, но публикация Туркмен Ньюс вызвала переполох как в Дашагузе, так и в Ашхабаде. Как сообщили источники, подключился даже 6-й отдел УВД. В его задачи входит борьба с организованной преступностью и терроризмом. Полицейские изъяли документы налоговой службы за время работы Бекджанова. Тем временем на заседании правительства 7 февраля был назначен новый министр финансов и экономики Мамедгулы Астанагулов, и уже на следующий день он вызвал к себе Бекджанова. По информации источников, дашагузскому налоговику готовилось единственное предложение – уволиться по собственному желанию. Об этом Гайрата просили даже его родные братья Ихлас и Микан, чтобы расследование не затронуло и их бизнес, но у Гайрата был другой план. Он на самом деле поехал в Ашхабад, но не писать заявление, а к своей крыше в Министерстве национальной безопасности, и крыша спасла. Налоговик отделался легким испугом и парой десятков тысяч долларов. Даже дашагузской полиции пришлось свернуть дело. Откуда же взялась крыша? У Бекджанова вообще много полезных связей. Для начала, его родные братья. Ихлас, крупный бизнесмен, владеет зданием бывшего отеля Диярбекир и сдает его площади под аренду. Микана Бекджанова мы уже упоминали. На него записана строительная фирма Гайратлы Йол, которая возводит в Дашагузе несколько жилых домов и имеет строительные проекты в Ахалском вилаяте. Возможно, коммерческую жилку братья унаследовали от отца Бегмурата Бекджанова, который работал на прибыльной должности на местном маслозаводе. И, может, унаследовали еще одну папину черту – тащить все, что приглянется, ведь Бекджанова-старшего судили за хищение на этом самом заводе и за что он отсидел. В Туркменистане людям, чьи близкие родственники имеют судимость, дорога в чиновники закрыта. Каждый кандидат на маломальски ответственную должность сдает уч-аркам-маглумат, то есть подробные сведения о 3 поколениях. Но за 5-10 тысяч долларов родословную можно почистить, судимых родственников из анкеты уберут сами работники МВД и МНБ. Гайрат Бекджанов, видимо, так и поступил, а иначе с прошлым отца он никогда бы не стал чиновником подобного уровня. Хотя, возможно, платить не пришлось, ведь его дядя Хошгильды Акмурадов будто на удачу работает в МНБ. Интересно, кстати, как в силовое ведомство с неблагонадежным родственником попал сам Акмурадов, да и брат его Сердар Акмурадов тоже занимает немаленькую должность заместителя начальника управления финансов и экономики Дашагузского вилаята. Полезные связи в МНБ есть и у ВЕПа Копуклиева. Его отец, Максат Копуклиев, занимал высокий пост в МНБ в одном из этрапов Либабского вилаята, но несколько лет назад он умер от сердечного приступа,
после чего бывшие коллеги опекают его семью, в том числе и Вепа. Горожане не раз были свидетелями тому, что вся троица – Гайрат Бекджанов, Вепа Копуклиев и Какамурат Байрыев вместе с местными работниками МНБ собиралась на даче Ихласа Бекджанова в районе аэропорта отдохнуть с размахом. Море дорогого алкоголя, горы еды, секс-работницы – за все платит Копуклиев. На действия Гайрата Бекджанова и Вепа Копуклиева закрывает глаза и начальник налогового отдела Дашагузского вилаята Давлет Мырат Байлыев. При всем при этом кто-то опекает Гайрата Бекджанова не только в вилаяте, но и еще выше. Эти люди в очередной раз его выручили, а он после поездки в Ашхабад удвоил ставки поборов, чтобы отбить расходы за свое спасение. Брать деньги с предпринимателей он заставляет своих подчиненных, а если кто-то отказывается работать на его карман, то его отправляют в ссылку в отдаленный трап. Но кресло уже зашаталось и под ним самим. Дашагузские предприниматели и простые работники налоговой надеются, что информация о финансовом спруте, который присосался к городу, дойдет до высшего руководства страны. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.